В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие выставки «Жизнь, посвященная народу», приуроченной к столетию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Гавриила Иосифовича Черяева. В открытии выставки приняли участие представители министерств и ведомств, члены делегации Вилюйского улуса, родные Гавриила Черяева, представители общественности и студенческая молодежь. На церемонии открытия с приветственным словом выступила министр образования и науки Якутии Нюргуна Соколова, отметив огромный вклад Гавриила Иосифовича в развитие системы образования нашей республики. Действительно, вклад Гавриила Иосифовича в развитие системы образования он значительный. То есть это и строительство зданий школ, университета, детских садов. Да. А в тот период, когда в период индустриализации, конечно, необходимо отметить, что это до сих пор является основой для дальнейших наших достижений. Да. Вклад Гавриила Иосифовича не только в само развитие системы образования, а вопросы кадровой составляющие для развития отраслей экономики. Сегодня здесь на выставке мы можем видеть те документы, те решения и доклады Гавриила Иосифовича, которые были направлены на развитие экономики и подходы руководства республики для его решения. На сегодня мы можем констатировать, уже читая эти документы, что они практически были реализованы. Значит, поддержка руководства нашей республики, руководством страны, она была и очень хорошо, что была реализована. Директор исторического парка Дмитрий Соловьев подчеркнул особую роль работ художника-графика Василия Авраменко в мультимедийной выставке. Социалистическая Якутия – это была газета, основной рупор печати нашей социалистической в то время Якутии. И вот эти основные передовицы этой социалистической Якутии газеты оформлялись этим художником-иллюстратором Авраменко Василием Ивановичем, который и поныне здравствует. И он решил, специально пришел к нам и передал свое наследие художественное нам. Это очень ценно. И как раз мы подумали, что как нельзя, как никогда к месту, да? Потому что он запечатлевал в своих работах эти стройки грандиозные, так? А Гавриил Иосифович – это тот человек, который эти стройки претворял в жизнь. Эта синергия, это художественного творчества Авраменко и такой личности, как Черяев, на этой выставке, они гармонируют очень. Можно много очень интересных фактов привести о Гаврииле Иосифовиче. Это человек, который руководил республикой 17 лет, человек, который в 40 лет стал руководителем республики в довольно молодом возрасте, и при котором произошли грандиозные изменения. Понятно, это расцвет нашей страны, Советского Союза, это большие стройки и так далее, и так далее. Но от человека очень многое зависит. Для меня это совершенно очевидно, что если бы Черяев не был Черяевым, да, в полном смысле этого слова, то многое могло бы и не состояться. Гавриил Черяев – герой своего времени, настоящий лидер, думающий о чаяниях народа, участник Великой Отечественной войны, посвятивший свою жизнь развитию республики. В память о его заслугах в середине апреля откроется музей. О значении личности Черяева и будущем музея расскажет директор Михаил Томский. 1965 года он 19 октября был избран первым секретарем обкома партии. Действительно, в этот период республика сельскохозяйственной была. А когда он умер 9 мая 1982 года, наша республика стала сельскохозяйственной, индустриальной. И мы считаем, он отец индустриализации нашей Якутии. И, соответственно, у него не было ни другов, ни врагов. Он подбирал кадры только по профессиональным качествам. Очень много воспоминаний, как он работал. И он никого не наставлял, не ругал, а своим примером, как в армии. Офицер встал в атаку,
у него была такая поведение во всем и по всей работе. В 1967 году он ввел северную надбавку, районный коэффициент. Тогда это говорят, пишут, что это был революционный подъем социального статуса всех жителей Якутии. И до 1965 года все были колхозами, а за 5 лет он превратил всех в совхозы, приравнивая положение сельскохозяйственных тружеников на положение рабочего. И это было тут второе социальное повышение статуса жителей. Получали пенсию, получали зарплату, и появился, главное, у них паспорт. И у меня день рождения летом, 16 июля, и всегда она забывалась. Знаете почему? Потому что мои родители были учителями, каждое лето ездили в санаторий и в курорт. Поголовно все уезжали подкрепить свое здоровье. Это было классно. Выставку можно посетить в историческом парке «Россия. Моя история» по адресу улица Уткина, дом 5. Вход свободный. 19 апреля 2025 года в 12 часов в историческом парке «Россия. Моя история» состоится псевдонаучная конференция «Космоференция», приуроченная ко Дню космонавтики. Тема вашего доклада может быть любой. Главное условие, чтобы ваш доклад так или иначе соприкасался с тематикой космоса. Вы можете с юмором рассказать о научном явлении или наоборот, совершенно серьезно подойти к изучению особенностей ландшафта вымышленной планеты. Скорее регистрируйтесь на космоференцию по указанной внизу ссылке. Хотите выступить или просто послушать интересные выступления? Приходите 12 апреля в исторический парк «Россия. Моя история» по улице Ксенофонта Уткина, дом 5. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5. Общественный союз историков и краеведов Якутии собрался на свою масштабную научно-практическую конференцию. Этот союз был организован в 2022 году, в столетие республики нашей. Мы решили восстановить краеведение на слягах, улусах, потому что вот движение, которое основывается на уровне людей, на горизонтальном уровне, она всегда как бы очень живучая, она будет продолжаться. Хочу отметить и поблагодарить вот всех наших членов. У нас уже 102 человека, которые вот являются краеведами республики. Пока отделение краеведов организовалось в Верхоянском районе. Вот так потихоньку мы собираемся, еще восстанавливаемся. И это очень хорошее явление, думаю. Очень много людей. Вот на конференции много детей, которые вот приехали. Мы не разделяем дети или взрослые. Дети выступают вместе и студенты с взрослыми, потому что они будут учиться, они смотреть и расти, потому что они это наша смена. Шестая научно-практическая конференция историков и краеведов Якутии прошла в историческом парке «Россия. Моя история» по теме «История Якутии с древнейших времен до современности», приуроченная к 80-летию Победы. Именно зная историю своего родного края, историю своей страны, своего народа, можно говорить по теме патриотизма, любви к родине. И именно этому направлено это движение. И сегодня собрались здесь многие историки, краеведы, да и общественники из разных улусов нашей республики, рассказывая друг другу о тех или иных исторических событиях, которые проходили в нашей стране. И нынешнее заседание посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И историки расскажут о вкладе наших якутян в победу в Великой Отечественной войне, о тех или иных забытых страницах истории нашей Родины. И, конечно же, это имеет большое значение для пропаганды, для патриотизма или воспитания молодого поколения.
Вице-премьер Якутии Сергей Местников торжественно вручил первые общественные премии Союза историков и краеведов Якутии. Общественную премию имени Егора Шишигина получил директор Усть-Алданского историко-краеведческого музея Павел Пермяков. Руководителя Татинского лицея Изабеллу Сивцеву назвали лауреатом общественной премии имени Егора Андросова. Обладателем премии имени Георгия Федорова стал руководитель общества историков и краеведов Верхневилюйского района Бурхалей Макаров. Конференция стала площадкой для обсуждения важнейших исторических периодов развития региона. Мы, когда слышим наших краеведов или историков, которые точно, они вот именно до мелочей, они занимаются этим делом и могут раскрыть такие тайны, которые могут связать наши исторические факты и потом уже развитие культуры, искусства. Вот, например, у нас же есть прекрасная ямщицкая культура, которая сохранилась в нашей республике, поэтому мы должны это все знать, а это наши историки рассказывают, наши доктора наук. Поэтому мне всегда интересно слушать, вот как житель, такие конференции. Участники работали в 4 тематических секциях. На конференции прозвучали доклады о вкладе тружеников Якутска в Великую Победу, о методах исчисления людских потерь в годы Великой Отечественной войны. Самое главное, что учителя здесь участвуют, и их ученики. Я думаю, что вот это даст, именно придаст весомость этой конференции. Ну, то есть непосредственно те люди, которые обучают и обучаются, вот, участвуют в этой конференции. Я думаю, вот это является залогом того, что материалы этой конференции и вообще то, что здесь прозвучит, то, что здесь произойдет, я думаю, непосредственно будет востребовано, в том числе в учебном процессе. Уникальность мероприятия подчеркивает разнообразие участников, от представителей власти и общественных организаций до студентов и старшеклассников. Каждая конференция у нас как бы оценивается экспертами. Эксперты выбирают отдельные работы, более такие готовые, более совершенные работы, и по ним мы издаем сборники. Издали 2 сборника этих работ. Сейчас изданию готовится вот 3. И кроме этого, вот наши все краеведы, вот как делают книги. Книги это, хоть чтобы не говорили про интернет, про телевидение, можно так сказать, книги это вечные.